Наша республика известна как край самых больших алмазов и самых настоящих мамонтов, бескрайних просторов и вечной мерзлоты. А еще наша республика – один из быстро развивающихся центров инноваций в России. В регионе растет мощная и самобытная стартап-экосистема, а власти помогли создать инфраструктуру и инструменты поддержки для IT-компаний. Технопарку Якутия, ключевому элементу инновационной экономики республики, в 2021 году исполняется 10 лет. Он имеет статус регионального оператора фонда Сколково и входит в десятку лучших технопарков России. Технопарк Якутия создан распоряжением главы Республики Якутия 28 декабря 2011 года. И сам технопарк мы открыли 21 декабря 2012 года. Меня назначили в мае 2012, и мы практически создавали технопарк с нуля. То есть не было понимания концепции, не было здания, не было команды, не было финансирования. То есть мы с Петром Петровичем, с командой собрались, изучали опыт технопарка «Идея», это Казань, Сколково, Академпарка Новосибирска. То есть смотрели лучшие практики. В 2012 году количество резидентов было всего 12. На сегодня у технопарка 167 резидентов. Основные направления их работы – информационные технологии, энергоресурсосбережение и энергоэффективность, био, агробио и биомедицинские технологии, строительство, транспорт и транспортная инфраструктура. Технопарк Якутия – это ядро инновационной экосистемы. Экосистема в Якутии одна из лучших в стране считается, да, на Дальнем Востоке точно. Задача главная – это инновационное развитие республики. То есть мы выпускаем резидентов, которые производят инновационную продукцию и продают ее по всему миру. То есть это рабочие места, налоги, это инновационное производство и, соответственно, новая продукция. Созданием институтов развития и поддержки инноваций республика озадачилась в 2011 году. Официальная дата основания технопарка Якутия – 28 декабря 2011 года, когда было подписано соответствующее распоряжение главы республики Егора Борисова. На момент старта существовала только идея, в первый год была написана концепция, дорожная карта, появилась база. Первые 12 резидентов начали сотрудничать с технопарком осенью 2012 года. Вообще для нас, конечно, резиденты первые – это такие особенные резиденты, такие как Эгопласт, Теплый край, Беге. Эти компании до сих пор они работают очень хорошо, и поэтому мы с ними очень тесно работаем. Они поддерживают наши инициативы. Сейчас это уже такие большие производственные компании, которые выросли, вышли на другие рынки. И они активно вовлечены, скажем так, в нашу экосистему. Они сейчас прокачивают наших резидентов, новичков, делятся своим опытом. В 2019 году технопарк Якутия официально получил статус регионального оператора фонда Сколково, благодаря чему его резиденты могут эффективнее привлекать инвестиции и патентовать разработки. За технопарком Якутия было закреплено развитие и создание резидентов фонда Сколково в Республике Саха-Якутия, Бурятии, Забайкальском крае, Чукотском автономном округе, Магаданской области. Председатель фонда Сколково Аркадий Дворкович отметил, что региональный оператор в Якутии считается одним из лучших и входит в тройку лидеров, в том числе по количеству и качеству проектов. Одними из пионеров технопарка является компания «Беге». В 2012 году основатели компании пришли в технопарк Якутия с одной идеей – производить краски, которые бы не пропускали тепло, влагу, холод, защищали от плесени и микробов. Мы вместе со своей сестрой Айталиной в 2012 году, изучив рынок как красочных материалов и оценив свои возможности, решили заняться производством именно красок. И с тех пор в 2012 году начали свой путь в бизнес с технопарком. Узнали осенью то, что открывается технопарк, и стали резидентами номер один. И уже к Новому году открыли цех в стенах технопарка на Дзержинского, 76. Воплощать идеи в жизнь – такова концепция компании «Беге».
10 лет назад невозможно было представить, что в Якутии можно не только производить собственную краску в промышленных масштабах, но и выйти на внешний рынок. В самом начале у нас цех был с минимальной комплектацией, и уже став резидентом технопарка, мы получили инвестиции у венчурной компании и выехали в город Кёльн, в Германию, для усовершенствования нашей технологии совместно с немецкими специалистами. И закупили немецкое оборудование VMI, и у нас уже вся линейка флакокрасочных материалов с тех пор производится по немецкой технологии. Также мы начали научные разработки совместно с ФТПС, СФУ, РХТУ имени Менделеевой и другими научными институтами. Сейчас Биге является резидентом территории опережающего развития индустриальный парк Кангаласы. Преференции, предоставляемые резидентом ТОР, позволяют расширять производство. Мы стали далее резидентом ТОР Якутия, а там построили завод лакокрасочных материалов и поставили цель выйти на рынок России. И мы вышли на рынок России, открыли цех в Московской области. Уже имеем поставки от Крыма до Владивостока всей нашей продукции линейки «Арктик». Соучредитель и генеральный директор компании Андрей Неустроев говорит, что с первых дней они делали ставку на качество своей продукции. Название Биге переводится с якутского как «надежность». Технопарк именно начинающим предпринимателям, бизнесу самое главное дает возможность именно льготной аренды помещений и инфраструктура. И была огромная информационная, рекламная поддержка. Мы всегда чувствовали веру в нас. Несмотря на достигнутый уровень качества своей продукции, сопоставимый с европейскими аналогами, предприятие не останавливается на достигнутом и продолжает уделять большое внимание научным исследованиям. Мы ведем разработки по разным направлениям, теплоизоляционные, биоцидные. И на каждое направление у нас с института совместно с нами работают научные сотрудники, ученые. Успешные предприниматели благодарят Технопарк Якутия за поддержку и помощь в становлении своей компании. Мы хотели бы пожелать резидентам технопарка использовать все возможности технопарка Якутия, все услуги и ставить более высокие цели. Это выход на Россию и на весь мир. Поздравляю технопарк с юбилейной датой. 10 лет – это только начало. Благодарим за поддержку и веру в нас. И отдельно хотелось бы поблагодарить нашего наставника Анатолия Сколоновича, а также весь коллектив технопарка. – 22 декабря 2012 года состоялось торжественное открытие ГАУ «Технопарк Якутия» в городе Якутске. На Дзержинского, 76 расположились первые резиденты технопарка – Саха-Интернет, Сулус-Геймс, ТБМ, механохимические биотехнологии, Теплокомфорт, Данго, Биге, Амтек, Дримтех, Полар, Система Элемент, Туниди Интертеймент, Республика Игр, Саха-Нефтебиосорб, Новопила, графеновые нанотехнологии и Fivetronics. Технопарк как объект инновационной инфраструктуры призван обеспечивать территориальную концентрацию финансовых и интеллектуальных ресурсов для ускорения инновационного развития отрасли экономики. Но без оборудования не может быть и работы. Поэтому технопарк в начале своей деятельности начинает закупать оборудование для различных работ. Мы понимали, что нашим резидентам нужно оборудование, нужны станки, чтобы они могли в технопарке делать какой-то прототип своего изделия, не выходя из стен технопарка. Был огромный запрос у компаний-производственников, поэтому мы в 2013 году задумались об открытии такого центра инжиниринга и в 2014 году подобрали оборудование. Я сам лично летал за этим станком в Санкт-Петербург на завод «Унимаш», отгружал его в Якутск. Конечно, это была такая ставка очень серьезная, станок был очень дорогой. Но, как показала практика, что он очень себя хорошо зарекомендовал, и резиденты очень им пользуются часто. В этом году Министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий учрежден ведомственный нагрудный знак «Отличник инноваций Республики Саха-Якутия».
Первым отличникам знаки были вручены во время торжественного открытия выставки Саха Innovation Expo 2021, посвященной Году науки и технологий в России, десятилетию технопарка Якутия и венчурной компании «Якутия». Нагрудный знак под номером 1 был вручен доктору ветеринарных наук, директору ООО «Научный производственный центр Хатубакт». Что мы разрабатываем? Мы разрабатываем лекарственные средства для ветеринарного применения и являемся единственным разработчиком и производителем на Дальнем Востоке лекарственных средств. Республика занимает первое место по количеству табунных лошадей. Это 170-180 тысяч лошадей. Но есть болезни инфекционные. Это иринопневмония, это вирусная болезнь. Мы впервые в России, впервые в мире разработали вакцины против мыта лошадей, самолетного борта и пробиотик сахабактусуптил. Михаил Петрович отметил, что 42% кобыл в Якутии не дают приплода. По его словам, чаще всего это происходит из-за инфекционных болезней животных. Вакцины против инфекционных заболеваний лошадей, произведенные в Хатубакт, широко применяются в коневодческих хозяйствах Новосибирской области, Алтая, Тывы и других субъектов Российской Федерации, а также в Казахстане. Мы эту продукцию производим в экспериментальном цехе своего института сельского хозяйства. И ставим сейчас вопрос, чтобы производить крупномасштабно и выйти на международный рынок, хотя мы уже вышли, наши вакцины экспортируются в Казахстан. Мы сейчас договорились с Монголией. Монголия будет производить наши вакцины и препараты по нашей лицензии. Нашей разработкой интересуется Китай. Но в настоящее время я являюсь исполнителем гранта Китайской Народной Республики совместно биофармацевтической компании «Билань» Шандунской провинции. Вакцинация от этих инфекционных заболеваний способна значительно повысить рождаемость жеребят. Ущерб от недополучения приплода лошадей составляет значительную сумму. Михаил Петрович мечтает наладить производство препаратов в промышленных масштабах. Я являюсь резидентом технопарка с его создания. И до сих пор я являюсь резидентом технопарка. Я являюсь еще участником фонда Сколково. Одним из первых в Якутии я стал участником фонда Сколково. Сейчас я работаю со Сколково. Я к тому же еще являюсь единственный пока с Якутии и Дальнего Востока эксперт фонда Сколково. Я работал с первыми резидентами технопарка. Некоторые уже вышли с технопарка, уже занимаются производством только. Мы тоже хотим, чтобы наши разработки производились крупномасштабно в заводе. Это будет достижение нашего технопарка, достижение нашей науки и нашего производства Якутии. Резиденты технопарка Якутия производят легкий в использовании мини-погрузчик для уборки снега, переноски и погрузки из песка и щебня. Создатель проекта Геннадий Бубенчиков является резидентом технопарка Якутия с 2018 года. Изначально он пришел туда за поддержкой проекта раздельного сбора мусора, а сегодня успешно осуществляет производство мини-погрузчиков «Батрак». Мини-погрузчик имеет сертификат соответствия, на данный момент его цена всего 270 тысяч рублей, тогда как американские аналоги стоят от 1,5 миллиона рублей. Весь 2021 год мы испытывали эту машину, там, ломали, рвали, там, испытывали, сертифицировали, там, полностью занимались и отрабатывали модель и регистрировали ее. То есть вот к концу этого года мы полностью отработали эту машину. Сейчас уже запустили серийное производство. Вот это уже серийная модель стоит, то есть она уже зарегистрирована, засертифицирована, у нее есть паспорт. То есть одну такую машину мы даже уже успели продать. Клиент очень доволен. На 2022 год мы планируем выйти на производственные мощности 3 единицы в месяц. То есть мы планируем произвести порядка около 40 машин за 2022 год. Погрузчик имеет мосты и коробки передач от автомобиля ВАЗ-2107, двигатель китайского производства, а корпус из профилированных труб. Она выполняет как уборку снега, она выполняет уборку песка, перемещение щебня. То есть на данном этапе это погрузчик.
Он полноприводный, у него электростартер, он просто в эксплуатации, то есть какая-то специальная подготовка к нему не нужна. Также одним из резидентов технопарка Якутия является компания «Технопластик». Наши основные изделия – это у нас емкости и септики пластиковые. Изготавливаются из пищевого пластика, как я сказал ранее. И также предоставлены как стандартные емкости, также можно изготовить емкость под заказ по своим размерам. Также у нас изготавливаются урны, секционные урны для раздельного сбора мусора из морозостойкого пластика, то есть их можно будет на улице использовать. Также недавно мы начали производство пластиковых лодок, тоже из полиэтилена. Компания «Уран Машинс» специализируется на производстве станков с числовым программным управлением, фрезерные, лазерные, для дерева и металлообработки. В условиях пандемии ребята из этой компании запустили новый проект «Airrec» и начали производить рециркуляторы. Нашей основной деятельностью является это производство и поставка станков с числовыми программными управлениями, а также налаживание производства, автоматизация производственного цикла для производственных предприятий. С начала пандемии в прошлом году мы наладили второй вид производства, вот именно производство в то время самого дефицитного товара облучателя рециркулятора воздуха «Airrec». Бизнес Иннокентия начался с кузнечного дела. Сначала он закупил ЧПУ-станки, позже начал ремонтировать, консультировать и уже потом взялся их производить. Я начал свой бизнес в 2011. Сначала это был даже не бизнес, а скорее всего самозанятость. Я являюсь и до сих пор кузнецом. Я делаю хомусы, сувениры и тому подобное. Да? И с 2013 года я начал интересоваться ЧПУ станками, с помощью которого можно было бы очень качественные продукты в большом количестве и в качественном виде сделать. Как и все резиденты Иннокентии, очень благодарен технопарку Якутия. Говорит, что резидентам оказывается большая поддержка. Я являюсь резидентом технопарка с 2017 года. Это дает огромную поддержку и именно в плане самопродвижения, продвижения продукта, продвижения предприятия, так сказать, в огромных площадках. Это поиск и содействие инвесторов по части реклама продуктов в средствах массовой информации, а также предоставление услуги, например, сертификация твоего продукта. Поздравляю всех резидентов технопарка, а также самое огромное спасибо коллективу технопарка. Спасибо, что вы нас поддерживаете, и ради нас вы готовы свернуть горы. Поздравляю вас еще раз с десятилетием. Компания Хатутент использует современные технологии, решающие многие проблемы северян. Она производит продукцию из специального нанокомпозитного материала, который надолго сохраняет тепло и идеально подходит для суровых климатических условий Якутии. Изделие справляется с морозом даже при минус 60 градусах. Изначально компания выпускала мобильные гаражи автоберлога, но со временем Хатутент расширил свой ассортимент продукции до мобильных гаражей для автомобилей и спецтехники, утепленных переносных палаток, спальных мешков, спецодежды и многое другое. У нас летом где-то 200 видов ассортимента, начиная от торговых палаток, заканчивая банкетными шатрами, а зимние в основном сейчас берут такие портативные гаражи, одежды. Сегодня продукция компании пользуется большим спросом среди охотников, рыбаков, сельхозпроизводителей, промышленных предприятий. Конечно, мы очень много работаем над материалами. Например, если у других аналогов наружный материал простой плащевка, у нас парусный Оксфорд. Внутри может быть бамбуковая вата или оленья шерсть.
Компания «Терях» с 2006 года занимается переработкой дикорастущих ягод и древесных лесных ресурсов, из которых производит варенье, сиропы и морсы. Сегодня компания выпускает более 20 наименований продукции высокого уровня качества с повышенной биологической ценностью и оригинальными органолептическими показателями. Наш проект заключается в создании витаминизированного напитка, функционального напитка для жителей севера. Это из сосны и хвои. Кооператив, располагающийся в селе Сунтар, начал успешное продвижение якутской брусники на онлайн-витрине eBay. Сиропы и варенье из якутской брусники уже отправлены в 5 стран – США, Италию, Норвегию, Англию и Сингапур. Летом этого года в рамках НЕИ Якутии в Татарстане состоялось открытие выставки инновационных проектов Саха Innovation, на которой была представлена инновационная экосистема республики. Выставку Саха Innovation посетил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Министр Анатолий Семенов провел для главы региона Рустама Минниханова экскурсию по проектам выставки и рассказал о работе инновационной экосистемы Якутии. Выставку также посетил министр цифрового развития Государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин. Осмотрев выставку, он отметил, что особый интерес вызвали 2 проекта в области медицины, скрининг и томография. Сотрудничество в IT-сфере, а также перспективы торгового, экономического, инвестиционного и инновационного взаимодействия обсудили глава Якутии Айсен Николаев и президент Татарстана Рустам Минниханов. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве и план мероприятий по его реализации до 2023 года. Документ расширяет и детализирует развитие разносторонних отношений регионов. Предыдущее соглашение было заключено в 1996 году. В 2019 году якутская компания «Сайберия», резидент IT-парка Якутска, разработала методы анализа медицинских изображений с использованием технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта, которые дают возможность более точной и быстрой постановки диагноза. Мы занимаемся обработкой медицинских изображений с помощью технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. В 2016 году мы начали свою научно-исследовательскую работу, и в 2019 году мы зарегистрировали компанию, и сейчас мы разрабатываем систему принятия поддержки, принятия врачебного решения, которое позволяет врачам с помощью технологий машинного обучения и искусственного интеллекта по обработке медицинских изображений делать более точные диагнозы. В прошлом году мы успешно применили наши наработки в распознавании такой патологии, как вирусная пневмония, вызванная COVID-19. И мы запилотировали этот проект в республике, у нас в нашем регионе. И сейчас эта технология успешно работает в нескольких клиниках. Метод анализа медицинских изображений с использованием технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта уже внедрен в 4 больницах Якутии. Более того, он вызвал интерес профильных компаний не только в России, но и за рубежом. В октябре компания «Сайберия» приняла участие в крупнейшем международном конгрессе информационной технологии в медицине в городе Москве, где стала победителем конкурса «Лучшее IT-решение для здравоохранения 2021 года». Для стартапов поддержка со стороны технопарка, она очень важна. Да, это на самом деле это вообще крутая, классная идея, что существует такой технопарк у нас в регионе, который помогает молодым стартапам реализовывать их идеи. Компания «Ранга», резидент технопарка Якутия. Приложение компании Run with Zippy – беговой трекер с интерактивным питомцем, который работает по принципу тамагочи, где физическая активность пользователя является энергией для кота. Приложение Run with Zippy якутской компании «Ранга» вошло в десятку лучших проектов всероссийского конкурса «Ты в игре», главная цель которого – поиск и поддержка креативных бизнес-идей, направленных на популяризацию физической активности и здорового образа жизни.
RunWithZip – это беговой трекер, который использует когнитивно-поведенческой психологии, чтобы сформировать у вас привычку заниматься спортом. Крайне коротко, вот так вот. И надеюсь, скоро вы все будете пользоваться нашими приложениями, нашими продуктами и получите, как говорится, максимальный заряд бодрости, силы и в то же время станете максимально спортивны, как наш код ZP получается. В 2016 году компания Саха Липснеля построила здание и запустила цех по изготовлению котлов отопления Липснеля Арктик на территории опережающего развития индустриальный парк Кангаласы. Сейчас предприятие имеет собственную дилерскую сеть и поставляет продукцию далеко за пределы Якутии. Наши котлы запатентованные, уникальные котлы, которые производятся у нас. Технология используется верхнего длительного горения, и за счет этого у нас достигается продолжительность горения до 3 суток на одной закладке угля. То есть у нас котлы реально прошли испытания полюсом холода. У нас в Аймяконе стоит уже более 60 котлов, и уже в течение 5 лет они уже отапливаются. Первый котел длительного горения марки Липснеля прибыл из Литвы в 2011 году. Он примечателен тем, что работает не как привычные печи, а совсем иначе. Горит он сверху вниз, и чем больше подается в него воздуха, тем выше сила горения и температура. Результатом работы такой системы является экономия топлива и длительность работы. В течение года устройство тщательно проверялось на надежность, в том числе в самом холодном месте в северном полушарии, селе Аймякон, где в 1926 году зафиксирована рекордно низкая температура воздуха минус 71,2 градусов Цельсия. После успешного прохождения испытаний началась их поставка на якутский рынок. Мы каждому котлу предоставляем гарантию завода-изготовителя в течение 2 лет. И перед каждым покупателем мы консультируем по установке. И кто желает, мы бесплатно делаем проект системы отопления. Команда биотехнологов «Ксенос» из технопарка Якутия изучает жуков-зафабаз, которые поедают пластиковые отходы. Исследователи создали портативные мини-станции для утилизации пластика в домашних условиях или офисах. Одна станция рассчитана на 900 насекомых, их достаточно для переработки пластикового мусора в семье из 3-4 человек. Для примера мы изготавливаем вот такие вот ксенобоксы. Это боксы, в которых у нас обитают 2 вида жуков. Это большой мучной хрущак, который разрушает полистирольные отходы, и зафобус морио, достаточно крупные личинки, которые также разрушают полистирольные отходы. То есть они не просто его едят, не измельчают, они его химически биоразлагают на неопасные соединения, которые, в принципе, не подвергают природу вот этому пластиковому прессу. Глобальная цель проекта – создать раствор, расщепляющий пластик, чтобы не использовать насекомых. Ежегодно в последнюю субботу июня в России отмечается День изобретателя и рационализатора. Традиционно в этот день технопарк Якутия проводит республиканскую выставку «Саха Innovation», на которой демонстрируются новейшие разработки и достижения в области науки и инновационного бизнеса. В этом году выставка прошла с 24 по 26 июня. Мероприятие проходило в онлайн-формате и включало в себя не только виртуальную выставку на официальном сайте мероприятия, но и обширную деловую программу с мастер-классами и лекциями, конкурсом битвы стартапов и так далее. На выставке свои разработки представили 37 участников, от небольших стартапов до крупных IT-компаний. Также впервые приняли участие районные IT-центры. Саха Innovation 2021 посетили более 15 тысяч человек. Планы технопарка Якутия амбициозные, развивая инновационную экосистему в регионе, стать в 2024 году инновационно-технологическим центром-лидером на Дальнем Востоке, который обеспечит комплексную поддержку высокотехнологичных проектов и компаний. В этом году мы прогнозируем выручку резидентов на уровне 1,5 миллиардов рублей за год. В прошлом году это показатель был 1 200 000 000, и несмотря на пандемию в прошлом году.
показатель был рекордный для нас, поэтому мы считаем, что как раз время пандемии – это для нас время возможностей для наших резидентов. Спрос на продукцию инновационную в это время растет. Получается, ребята предложили обществу те продукты, которые необходимы именно в пандемию. Быстро в прошлом году некоторые перестроились, наладили выпуск продукции, которая была востребована в то время. Поэтому мы считаем, что инновационный бизнес как раз в такие времена кризисные очень должен хорошо себя ощущать, чувствовать. И кроме того, более тысячи работников сейчас работают уже в компании резидентов. Тоже такая очень важная веха. 1000 работников пересекли. И компания сейчас резидентов 170 у нас в технопарке. Количество общих резидентов 170. За эти 10 лет мы приняли более 700 заявок на резидентство. В технопарке планируется открытие биотехнологического центра исследований и разработок. Здесь будут созданы благоприятные условия. Инфраструктура центра позволит проводить исследования и разрабатывать новые продукты в таких областях, как регенеративная медицина и клеточные технологии, биоинформатика, сельскохозяйственные биотехнологии, а также на других направлениях, входящих в национальную технологическую инициативу. Уже сейчас 14 компаний-резидентов работают над проектами по направлению биотехнология. С открытием создаваемого в республике биоцентра возможностей для отрасли станет больше. Все мы видим, что во время пандемии очень востребованы проекты, которые борются с ковидом. Мы считаем, что ковид будет еще с нами долго, поэтому сейчас мы активно будем поддерживать проект биоцентра, для того, чтобы наши проекты в биотехнологиях могли получить максимальную поддержку, максимально быстро провести исследования, максимально быстро выходить на рынок. Мы видим, что есть много проектов в этой области, и они востребованы, потому что население, допустим, тот же бетуклодин, который мы с вами знаем, что выяснили, что свойства ягеля помогает от ковида. И население проголосовало рублем. Сейчас там стоит очередь за этим продуктом, поэтому мы считаем, что в этом плане нужно дальше развиваться. И будем сейчас делать биоцентр. И также мы, конечно, не забудем про IT-проекты. IT-проекты никто не отменял. Общество входит в цифровую эпоху, и спрос только на эти проекты будет только расти. Нужны классные программисты, нужны классные проекты в этой области, поэтому IT тоже будет в фокусе. 10 лет такой рубеж вроде бы и большой, но очень-очень, скажем так, маленький. Если мы сравнивать технопарк с ребенком, допустим, мы через 10 лет пошли только в 3 класс. Что уже умеем читать, писать, что-то говорить, может, даже можем. Но я считаю, что все главные победы впереди. Технопарк еще, скажем так, только в начале пути. И мы научились делать какие-то вещи базовые. И дальше нужно сейчас концентрироваться еще больше на работе и учиться и перенимать самый передовой мировой опыт, чтобы идти в ногу со временем. И поздравляю всех еще раз с этой датой, десятилетием. Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вашим семьям добра, уюта, чтобы все были счастливы, здоровы, и не болеть. Это главное. Технопарк сегодня – основной инструмент и площадка для внедрения технологических идей в жизнь. Здесь создаются инновационные продукты и проводятся исследования для реализации будущих проектов. Всех резидентов, всех тех, кто стоял у истоков создания технопарка, это сотрудники Госкомитета науки и инноваций, Максим Макарович Трофимов, его коллеги, Академию наук, наш университет родной, всех наших партнеров из Сколково, из других фондов, главу республики. Всех вас поздравляю с этим замечательным событием. 10 лет пролетели быстро. И вот этот наш ребенок, наш стартап под названием Технопарка стал большим. И я желаю ему еще дальнейшего успешного развития, потому что отрасль инноваций – это та отрасль, которая постоянно меняется. И для того, чтобы быть на гребне волны, нужно постоянно развиваться, обучаться, вкладывать в развитие, для того, чтобы наша жизнь становилась комфортнее, лучше, а наши стартапы успешнее. Поэтому поздравляю с этим замечательным праздником.